Живое чувство Родины подпитывает интерес к Великой Отечественной войне моему народу, самой трагической и героической одновременно. Каждая страница которой дышит гневом и любовью, пронизана горечью поражений и немеркнущим светом веры в победу. Тогда, во время Великой Отечественной войны, на карту были поставлены честь и независимость нашей Родины, сегодня мирной и процветающей. Время не властной благодарной памяти наших потомков. Сегодня мы понимаем, что победа была общей. В нашем городе есть памятник 199-й штурмовой авиадивизии. В июле 1974 года, в честь 30-летия освобождения Слоним, в ознаменовании заслуг 199-й штурмовой авиационной дивизии, принимавшей участие в боях за город, установлен памятник на территории средней школы номер 4. Основной частью этого сооружения стала модель самолета штурмовика Ил-2, вылитая из бронзы. Также я убеждена, что, зная историю какого-либо памятника, можно в целом глубже понять историю. Вот как, например, памятник, посвященный 199-й штурмовой авиадивизии, которая освобождала наш родной город, заставляет обратиться к славным страницам боевого мастерства этой дивизии, а также судьбе командира дивизии, доблестного офицера, участвовавшего в освобождении нашего родного города, интересного человека, впоследствии почетного гражданина города Слонимо. А такое знакомство с так называемой живой историей, на мой взгляд, будет способствовать формированию интереса к правдивому воссозданию событий Великой Отечественной войны. Почет и слава любимцам армии и летчикам. Их подвигами и их жизнями страна шаг за шагом обретала господство в небе, которое было залогом превосходства над врагом на земле. Вечный почет и слава Виноградову, освободителю моего родного города. В 1943 году полковник Виноградов Николай Сергеевич получил приказ приступать к формированию 199-й штурмовой авиадивизии, которая отличилась при освобождении нашего города. Наступление на Слоним советские войска начали 9 июля в 17 часов, одновременно с 3 направлений – северо-западного, западного и юго-западного. За вклад в освобождение Слонима 199-й штурмовой авиадивизии под командованием Виноградова в числе частей и соединений, всего их было 11, присвоено почетное наименование «Слонимское». Имя полковника Виноградова числится в приказе главнокомандующего от 10 июля 1944 года маршала Советского Союза Сталина о представлении к награде наиболее отличившегося в боях при форсировании Ищары и за овладение Слонимом. Ратный подвиг, мужество и героизм Николая Сергеевича Виноградова были высоко оценены Родиной. Он награжден 6 орденами и 11 медалями. Николай Сергеевич Виноградов всегда сохранял в душе теплые человеческие чувства к семье. В музее хранятся рисунки и письма боевого офицера своей любимой дочери. Оказывается, Николай Сергеевич был еще и замечательным художником, и каждый его рисунок посланный близким из фронта. Это своеобразный рисунок-рассказ о том месте, где ему довелось служить, как умел он поддержать свою семью, свой надежный тыл, будучи всегда на передовой, какую поддержку оказывала ему семья. Об этом говорят пожелтевшие от времени его фронтовые письма за 1941-1945 годы. Это волнующий рассказ о доблестных подвигах боевых друзей. Казалось, он знал и понимал каждого, готов был собой пожертвовать и защитить, не уставал любить свою семью, своих близких, свое дело, свою родину. Может быть, это и есть секрет боевого мастерства. Может быть, это и есть полный образ настоящего офицера. Я же уверена, что мне и моим сверстникам есть у кого поучиться тому, что делает человека настоящим, профессионалом, командиром, другом, семьянином, гражданином и патриотом. История одного памятника – память в камне, а со мной навсегда понимание того, как можно любить свою родину. Обязанность нашего поколения – помнить, уважать и хранить память о Великой Отечественной войне.